В сентябре узбекский блогер Давранбек Тажиалиев сложил вещи в сумку и стал ждать ареста. Незадолго до этого полиция задержала несколько активистов, ставших чересчур резко высказываться по острым вопросам. Но за Давранбеком так и не пришли. Возможно, рано делать выводы, однако после арестов мы увидели застой в узбекской блогосфере. Похоже, блогеры стали слишком осторожны или боятся свободно высказывать свое мнение. Мы больше не видим смелости и гнева, которые наблюдали в предыдущие месяцы. Я имею в виду, блогеры вновь стали писать о мелких и незначительных вещах. При Исламе Каримове, управлявшем среднеазиатской страной с момента обретения независимости и до своей смерти в 2016-м, и подумать о критике властей большинству граждан было страшно, говорит Давранбек. Во времена Каримова блогеры писали о мелких проблемах, в основном социальных. О более серьезных политических темах и речи быть не могло. Однако за последние 2 года все изменилось. Заговорили и о политике, и об экономике. Даже время от времени критиковали министров и некоторых советников президента. И мы видели реакцию правительства, давление на политиков, ставших объектами критики. Эти изменения – результат нового курса, который взял преемник Каримова Шавкат Мирзиёев. Он лишил былого могущества спецслужбы и силовиков и призвал граждан более открыто говорить о проблемах. Это побудило блогеров стать смелее. Все изменилось летом, после того, как правительство приняло закон о школьной форме, предусматривающий запрет на ношение в учебных учреждениях хиджабов. В преимущественно мусульманской стране это вызвало бурю негодования. Блогеры даже призывали к протестам. Тут-то и обозначились границы новой свободы. Последовали задержания и административные аресты. В иностранных изданиях появились сообщения, что против меня возбудили уголовное дело. Мне также говорили, что некоторые люди дали против меня показания полиции. Я был озадачен. Многие знакомые Тажиалиева прекратили писать о болезненных проблемах и призвали его поступить так же. Но блогер говорит, что не сдастся и продолжит выражать свое отношение к происходящему.